Мы находимся в отделении детской ортопедии и травматологии Республиканской больницы. Отделение у нас на 50 коек. Мы занимаемся лечением и реабилитацией детей с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В год наше отделение там проходит где-то около 1500 больных, около 700 больших оперативных вмешательств. Конечно, это не работа одного человека, это работа целого коллектива. У нас прекрасно подобранный коллектив, средний медперсонал, врачебный персонал очень опытный. На любого из них можно положиться, и не обязательно присутствие мое или еще кого-то. Ребята очень заслуженные и соответствуют статусу нашего отделения. Мы занимаемся лечением патологии опорно-двигательного аппарата, как врожденные заболевания, так и приобретенные. Это большой спектр таких оперативных вмешательств. Основные и всем известные патологии – это патология опорно-двигательного аппарата, как врожденный вывих бедра, косолапость, кривошея, любые костные пограничные состояния с онкологическим, кисты, новообразования, мягкотканные всякие образования. Очень большой спектр оперативных вмешательств у детей с церебральными параличами, последствиями травм. И в основном акцент, конечно, у нас на врожденную патологию. 2, порой и 3 операционных дня – это большая подготовительная работа. Больные у нас приходят обследованы уже амбулаторно. Подается заявка в отделение анестезиологии после утверждения руководством. Если подготовка соответствует тем требованиям, которые нынче существуют, и нет противопоказаний к операции, тогда мы уже берем этих детей на оперативное лечение. Но в плановой службе есть свои особенности, есть своя философия, и есть, как говорится, и своя ответственность тоже. Здесь созданы хорошие условия для пребывания самих пациентов, я думаю, также условия для того, чтобы мы могли им помогать, и для врачей, и для медперсонала тоже созданы хорошие условия. Я думаю, это все как бы взаимно дополняет друг друга и сказывается на общих результатах лечения. Это история нашего, не то что отделения, а всей детской ортопедо-травматологической службы нашей республики. Основоположники, люди, которые создавали отделение и потом уже продвигали его, как бы содержанием наполняли. И мы преемники тех людей, которые здесь представлены. Это доктор Перестенко, это доктор Урьев, всем известный профессор Умханов, основатель первого отдельного детского травматологического отделения Узаев Эдуард Хасиевич. Это очень были скромные, интеллигентные, знающие люди, за что мы их почитаем, чтим, помним. Когда спрашивают про нашу дисциплину, я всегда говорю, она не очень медийная специальность, потому что мы больше работаем с детьми-инвалидами. Но и в то же время, я говорю, это самая творческая хирургическая специальность детской ортопедии, поскольку мы имеем дело с самой совершенной системой, созданной Всевышним, название которому опорно-двигательный аппарат. И это сейчас все меняется, подходы меняются, наука двигается вперед. Хирургические вмешательства, они более сложные, требуют постоянной образовательной деятельности, требуют постоянного обучения. Ведь опыт, он может быть и хорошим, но опыт может быть и плохим. Ссылаться на плохой опыт мы никак не можем, и все время мы ориентируемся на передовые технологии, которые существуют, на передовые методики, которые в стране разрабатываются. У нас есть определенные связи с федеральными центрами, мы стараемся быть в курсе всех новшеств.
Когда спрашивают, когда у вас рабочий день начинается или заканчивается, я всегда говорю, у врача нет рабочего дня и времени, у врача есть рабочая жизнь. В принципе, это такая философия для нормальных людей в белых халатах. Поэтому, конечно же, на работу приходим с любовью, с интересом. Здесь много-много интересных вещей происходит, которые нельзя и показать. Поэтому, конечно, это любимое занятие, любимое дело, которому все доктора и весь персонал себя посвятили. Для молодых, конечно, если вы хотите заниматься серьезной хирургией, серьезной медициной, ортопедия и травматология – да, одна из самых творческих профессий. Познавать, познавать и познавать.